Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему ваши отношения. Вот прям отношения под микроскопом называется расклад. Вы загадываете человека, можете загадать несколько человек, потому что будет 3 позиции. Вот. В принципе, я считаю, 1-2 позиций чаще всего достаточно, но многие смотрят все 3 позиции, даже на одного человека, потому что, ну, вот так как бы больше понятно, больше раскрываются отношения. Просто некоторые позиции противоречат друг другу, поэтому я и рекомендую 1-2 выбирать вот по сигнификатору. То есть, что вы чувствуете к этому человеку? У вас же могут быть разные внутри чувства. И вот может у вас 2 карты совпадет, 3 совпадет. То есть все это смотрите. Колода вообще интересная, уникальная такая колода. Прям мне понравилась. Я ее, конечно, купила на Алиэкспресс, потому что... Вот почему я покупаю колоду на Алиэкспресс, я объясню. Потому что эти колоды продаются на Etsy. Знаете, что такое Etsy? Etsy – это сайт, где люди делают что-то своими руками и продают. То есть там авторы колод, которые только-только они придумали, напечатали и продают. Они продают их просто за огромные деньги. Что делают китайцы? К сожалению, они их копируют, потому что человек еще не особо зарегистрировал права на колоду. То есть авторских прав нет, и вот так вот происходит, да. И поэтому колода на Алиэкспресс стоит там, допустим, 10-15 евро, там 7 евро, а на Etsy, допустим, 120 евро. Вот. То есть в этом разница, конечно. И, ну, раз авторские права еще не зарегистрированы, да, то... Ну, вот эта колода, которую вообще очень трудно, допустим, купить, может такая быть. Но я, конечно, не могу там точно утверждать, да. Просто я вижу, что, допустим, нет ее у нас в Германии в продаже. Вот и думаю, что, значит, эти они скопировали, и все. То есть поэтому появляется у меня в кадре очень много, ну, там, совершенно необычных колод каких-то. Но я также заказываю очень много оригиналов. То есть у меня огромная коллекция колод. Это был, как говорится, материал для тех, кому интересно. Кому не интересно, мотайте, у вас есть тайм-коды, да? Итак, что-то я тут... Итак, ваши отношения. Первая карта – ваши чувства к этому человеку. Ваши чувства к этому человеку. Выкладываем 3 карты, 3 позиции, да? Итак, обозначаем духами. Как мы вчера обозначали? Вот это мужские, по-моему, Каррера. Это у нас Пауло Пикассо. А это у нас Магенуар. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с 1 позиции. Остальные пока убираю в сторону. Итак. Первые духи. И первая карта. Ваши чувства к этому человеку. Это у нас с вами паж мечей, да? Ой, 5 мечей, извиняюсь, неправильно сказала. 5 мечей. Карта показывает, что вы как-то немножко сердитесь, подозрительны к этому человеку. Эта карта показывает, что вы ему совершенно не доверяете из-за какого-то случая. Что-то такое произошло, что выбило вот полностью из доверия. Карта говорит также, что человек мог на вас агрессировать, и вы очень обиделись на это. Еще карта показывает, что сам человек мог каким-то образом в прошлом страдать, в итоге не доверять никому, кто бы к нему не приближался. И очень колючий человек, никогда не открывает до конца правду о себе. И с таким человеком у него сложный характер, да, буквально может быть букой, хоть и умный, хоть и, как говорится, проницательный, но сложно строить отношения, потому что человек даже шпильки вставляет в разговоре, может кольнуть в разговоре, критику какую-то острую высказывает. И, конечно, чем дальше, тем все сложнее и сложнее с таким человеком строить отношения, да. Итак, что он чувствует? К вам этот человек, что он чувствует?
Тройка мечей, ну, тоже, конечно, говорит о том, что этот человек обиделся, чем-то вы его огорчили, или он сам себя огорчает в этих отношениях. Ну, то есть, когда не соответствует такому образу хорошему, который у него о себе сложился в голове, да. То есть, каждый из нас, вот когда, ну, как бы думает о себе, да, считает себя хорошим, вот знаете об этом. И это каждый человек считает себя хорошим в какой-то мере. Пытается себя оправдывать внутри, потому что мы все, ну, по сути, живем-то в себе, мы эгоисты, да. И бывает такое, что когда ты в отношениях находишься, и ты что-то делаешь, и начинаешь считать себя негодяем вот в плане этих отношений. И как бы ты ни пытался себя оправдывать, свои поступки оправдывать, но ты все равно понимаешь, что ты в каком-то смысле негодяй. Или нехороший человек, или поступил плохо, подло. Да, мол, у тебя для этого были причины. То есть каждый все равно себя оправдывает. Но все-таки мнение о себе как-то меняется в связи с вашими отношениями. Это еще больше отравляет ситуацию, потому что каждый из нас хочет чувствовать себя хорошим. Даже вот, ну, в любви, да, хочется хорошим быть и любить искренне. А если что-то не получается, и ты доходишь до того, что ты сам, да, там, кого-то предал, обманул, сделал гадость или наговорил гадости, да, или наорал, ты понимаешь, что тебе некомфортно в этих отношениях. Значит, раз ты себя так ведешь, эти отношения уже не такие для тебя хорошие. И, естественно, ты будешь стараться покинуть отношения, где тебе плохо. То есть вот вам это надо осознать, что вам обоим плохо сейчас. И это уже проблема. То есть, значит, отношения не соответствуют определенным там, представлениям о прекрасных личных отношениях, о любви, да. Отношения на сегодняшний день как раз-таки. Видите, 8 мечей. Люди... Вот одни мечи у вас падают. Хотя, ну, тасую при вас колоду, да. Достаю из разных мест. То есть, как говорится, из песни слов не выкинешь. Отношения трудные, отношения ограниченные, тяжелые. Каждый из вас чувствует себя жертвой в каком-то плане этих отношений. И, ну, кажется, что мир... весь против вас. То есть одни препятствия для отношений, сплошные препятствия. Что он хочет, этот человек, от отношений? 5 жезлов показывает, что ему хотелось бы успокоиться. Вот видите, эта колода не совсем классическая. То есть она не совсем такая, как у Райдера Уэйта Смит. Тут у нас вообще пентакль нарисован, и человек в кругу, да, находится... И вообще другая история. То есть человек хочет сосредоточиться, человек хочет как-то собрать себя в кучку, да, и постараться вникнуть в суть ситуации. Вот. Ну, понимает, что да, у вас в отношениях такие кармические испытания, вот, и ему не хотелось бы, чтобы были испытания. Хотелось бы, чтобы все в отношениях было хорошо. Ну, пока хорошо не получается, да, и, соответственно, идут переживания, но человек хотел бы именно успокоиться, хотел бы взять себя как-то в руки в жизни, понимаете, вот как-то, может быть, чтобы он вообще понял, разобрался, а к чему все это, и ему бы хотелось, чтобы вы друг с другом нашли все-таки общий язык. То есть по этой карте нет такого, чтобы вот ему совсем не хотелось ничего, да, от этих отношений, вот что совсем прям ничего. Так тоже не бывает. И да, видит, что совсем все сложно, да, но это не говорит о том, что вот он готов сразу вас бросить. То есть ему бы хотелось все равно каких-то объяснений для себя. Даже почему вот он сам себя так ведет. Чего он боится? Что скрывает? Король кубков. Ну, во-первых, вот именно чего боится, это даже не то, что какого-то мужчину знака воды. Или что вас кто-то уведет, да, если вы женщина. А чего боится, эта карта показывает спиться, быть алкоголиком, быть зависимым человеком. Вот чего боится. Это в плане страхов. И скрывает вообще тягу к каким-то вещам. Типа алкоголь, наркотики. Кто вы для него, как он к вам относится? 10 пентаклей. Видите, вот человек к вам очень хорошо на самом деле относится. Вы для него,
Ну, кто-то вот как, с кем серьезные кармические отношения, судьба, семья, я не знаю. То есть все-таки привязанность к вам у человека есть. Да, между вами произошло что-то очень нехорошее. И на сегодняшний день ситуация действительно плохая. Но карты показывают, что все-таки вы для него дорогой человек, и что еще не все потеряно, да. Что он будет делать? Башня. Ну, вот видите, вот пока да. Пока идет энергия какого-то разрушения или разрушать привычное в этих отношениях. Ну, то есть человек может не только разрушать ваши отношения, разводиться, там, расставаться, хотя это по башне может быть, что он все-таки предпримет этот шаг. Думает и предпримет, да. Но мы сейчас посмотрим, как может быть этого избежать. Но также это может быть разрушить все привычное, вести себя иначе. Давайте уточнять. Уточняем башню, колесница. Но вот колесница может показывать, что, опять же, да, человек ставит свои цели и уезжает куда-то. Может, да, такое быть. Как это предотвратить, чтобы отношения не рухнули? Сила. Приручать, показывать, а в чем эти отношения человеку могут быть нужны? Чем эти отношения лучше, чем с кем-то или одиночество? Явно показать очевидные плюсы этих отношений, потому что иногда люди в такую сварливость падают, вот прям, ну как сказать, низкие встают в глазах друг друга, да, и никто не хочет уступать. Вы сейчас скажете, что вы уже уступали, может быть, и все такое прочее. Может быть, да, может быть. Но вам еще надо понять целесообразность этих отношений, насколько вы хотите в таких отношениях быть, где вам все время надо изловчаться и показывать, что эти отношения нужны человеку, там, чем вы лучше. Может, вам и не надо. Что вам делать? Ну, видите, туз пентаклей. Вот я говорю пока что, если все-таки вы хотите дать шанс этим отношениям, вот именно взять и дать им шанс. То есть показать плюсы. Но тогда нужно быть на позитиве. То есть показать какую-то свою сторону солнечную, радостную, яркую, выгодную для человека. Может быть, даже свою денежную сторону. Иногда, да, люди очень цепляются за материальную стабильность в отношениях, за имущество, за деньги. Показать, что, а может, человек очень теряет в деньгах, если расстается с вами. И что, подумай, а заработаешь ли ты столько потом? То есть это такой аргумент весомый, если у вас там семья, допустим, и вам при разводе нужно все имущество поделить, и я оттяпаю большой кусок, да, но не угрозами, а именно вот, чтобы человек просто это знал. То есть не обязательно угрожать для этого, не обязательно. А просто, ну, каким-то образом сообщить, но помягче, потому что он и так как-то обижен, да. Но ему нужно это знать, что или алименты очень большие, или еще что-то. Либо с вами выгоднее, но в каком плане? Может ведь быть и стабильная, хорошая, обеспеченная жизнь, ну, если у вас так и есть, да. Если нет, ну, еще какие-то плюсы. Итог отношений какой? Вот видите, это пока-то да, конечно, девятка. Вообще, как сказать, карта, ну, это, наверное, у нас с вами девятка жезлов, да, то есть показывает, что люди как-то ограждаются друг от друга, но могут отстоять отношения, вот так. Черная ворона несет не очень хорошие новости, да. Ну, карта об этом, как тревога какая-то идет, итог отношений, что-то тревожное, не очень хорошие новости. С этим надо справиться, это надо пройти, отстоять отношения, да. То есть вот все об этом, все об этом. И, конечно, я считаю, что вот эта карта отражает какое-то такое состояние, как, знаете, грусти, какой-то печали, что это действительно проблемные отношения, что они мало чего хорошего в жизни приносят, понимаете? И ты как будто действительно какой-то вот, ну как, должен обнажить душу, а не всегда там вот в этих потаенных углах что-то хорошее. То есть обиды свои можете высказывать настолько сильно, да, что появляется еще больше проблем. Нехорошие новости — это может быть высказывание обид. То есть вы узнаете, что человек еще там на что-то обижался, еще на что-то обижался.
Перспективы отношений. Девятка пентаклей. Ну, кстати, неплохая карта. Здесь отношения можно цеплять на материальные, на деньги. И вообще отношения могут приносить вам обоим удачу. Жрица. Жрица. Влюбленные. В отношения вмешивается магическим образом какая-то женщина. Может быть, она делает привороты на вашего мужчину. Или если вы мужчина, на вас, пытаясь разбить вашу пару. И да, у вас могут восстановиться отношения, как перспектива это есть. Но я еще раз говорю, итог отношений это вот выстоять, да. То есть это прям пройти все испытания, узнавая негативные вещи. И над вами черная ворона, может быть, опять же, да, жрица вот эта, которая пытается негатив наводить. То есть в этом еще суть. И вот надо пройти это вмешательство, но остаться. Если вы хотите быть в отношениях, еще раз повторю, если не хотите, я вас не заставляю. Многие начинают гневно писать в комментариях, что человек гад, и я не хочу оставаться в этих отношениях. Я вас в этом не убеждаю, вы можете уйти. И человек сам склонен, по сути, к тому, чтобы уйти, но спасти ситуацию можно, если вы этого хотите. Вот так. И да, эти отношения цепляются за материальные вещи. За все земное, за имущество, за деньги, за денежные перспективы. Да, это так. Но все-таки, если у вас, допустим, семья, дети, может быть, это стоит того. Подумайте. Ну, вот такой ответ по первой позиции. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Ваши отношения. Прям такие, можно сказать, под микроскопом. Я карту убираю обратно в колоду. И первая карта, это что вы чувствуете к этому человеку сегодня, да? Шестерка мечей. Ну вот как будто выходите вы из каких-то проблем, трудностей. Но тут у нас беременная русалка, поэтому я могу так сказать, что может быть такое, может быть, что вы мечтаете о продолжении рода или уже есть беременность, да, и вы чувствуете, ну вот это там наш ребенок, мы связаны друг с другом, ребенком, да. Но карта также показывает, что, может быть, просто идет обновление чувств, улучшение чувств, что-то понимание, да, зарождение нового, выход из проблем. Возможно, готовитесь к совместному путешествию, например. Но самое главное – это выход из трудностей. То есть вы чувствуете больше такую любовь к этому человеку или там привязанность. Потому что, мол, преодолели уже какие-то проблемки-то. Угу. А что он к вам чувствует, этот человек или она? Ну, тут у нас маг, тоже увлеченность. Человек даже готов как будто инициативу проявлять или готова. То есть, да, действительно есть, как сказать, сильная к вам привязанность. Но сам по себе этот человек еще имеет свои жизненные цели, эгоистичные, да, но и жизненные цели, стать лидером, добиться чего-то в жизни, куда-то идти, продвигаться вперед. И наряду с отношениями ему нужно еще выполнять что-то, да, для себя. Но, опять же, это очень играет хорошую роль в самих отношениях, потому что быть с успешным человеком лучше, чем с безуспешным. То есть видно, что этот человек к чему-то в жизни стремится. Но да, у него есть к вам чувства. Все зависит от стадии отношений, от того, когда вы познакомились, сколько вы вместе. Если давно, то он вас любит, и вы тоже. Если недавно, то есть ну, вы дороги этому человеку, он вам, как сказать, вы ему симпатичны, да, вы ему нравитесь. И чувствует влюбленность, может быть, вот так. Итак, отношения на сегодняшний день. Ну, карта мир, опять же, яйцо здесь, да, в этой колоде. Объединение 4 стихий, как в магии, да, и яйцо, то есть зарождение, опять же, какое-то идет. Вот я говорю, тут есть все время отсылка на беременность, на то, что или близко уже там, да, зачатие, или уже беременность есть, или просто начало чего-то нового, что отношения готовы раскрыть свой еще больший потенциал. Это серьезные отношения и довольно мирные, хорошие, гармоничные. Люди как будто бы, ну, могут быть друг с другом в длинной связи, да. Что этот человек хочет? Ну, тут у нас, значит, что-то типа пажа кубков, наверное, да. Карта показывает, что этот человек хотел бы продолжения данных отношений и хотел бы именно романтики в отношениях, ну, то есть, чтобы вы как-то все-таки там
друг другу устраивали там свидания, подарки дарили, ходили вместе куда-то. То есть его это привлекает. Вот. Чтобы была какая-то романтика и какие-то такие светлые, чтобы были отношения, наивные, может, чуть-чуть. Ну, как бы человеку хотелось бы, чтобы вы восхищались друг другом, да. Также карта показывает, что человек готов сражаться за эти отношения, что это воин. И как, ну, идти по пути своего сердца даже сквозь трудности. И, ну, конечно, ему бы хотелось, чтобы вы так делали, да? Чего он боится, что скрывает? 9 мечей. Часто этот человек бывает не уверен в себе, часто этот человек закрывается в своих страхах. Это очень чувствительный человек, и бывает такое, что у него стадии активизации, да, когда вот я уверен в себе, я там все могу. А бывает наоборот, он начинает сомневаться, начинает переживать. Так очень часто делают, допустим, знаки земли, знаки воды. Ну и может у него есть какая-то тайна или как, ну в жизни какая-то ситуация, из-за которой он страдает. Или испытывает некое чувство вины перед вами. Но боится он вообще, в принципе, боится, что что-то произойдет, ну, нехорошее, да, там. То есть это у него бывает как накатывает негативное мышление на самом деле. Вот. Кто вы для этого человека, как он к вам относится? 2 кубков. Этот человек вас любит, испытывает к вам очень сильные привязанности, чувства. Считает, что вы для него идеальная пара, что вы очень подходите друг к другу, что он не хотел бы никогда с вами расставаться, что вы ему нужны. Что он будет делать? 6 кубков. Ну, приглашать вас куда-то, делать что-то хорошее для вас, дарить подарки, оказывать знаки внимания, приглашать на свидание, ухаживать. Если это мужчина особенно. Если женщина, ну, может флиртовать с вами, наряжаться ради вас, тоже звать куда-то, говорить тоже хорошие слова, поддерживать. Что вам делать? Туз кубков. Всячески выражать свои чувства к этому человеку, положительные именно, не отрицательные. Отрицательные, может, не надо. Вот, это как-то портит отношения, да. Но вот положительные хотелось бы, чтобы вы выражали. И говорить о своих чувствах, о любви, о привязанности, хвалить этого человека. Побольше хвалить, делать ему комплименты, даже если это мужчина. Итог отношений какой? 3 мечей. 3 мечей, как итог отношений, показывает, что если вы обижались до этого друг на друга, то вы можете разобрать эти обиды и избавиться от них. Если вы не обижались друг на друга, в будущем вы можете обидеть друг друга, и тогда вам нужно быть осторожнее. Перспектива. 13-й аркан, который показывает, что в ваших отношениях может быть это большая трансформация. 10 жезлов. Какие-то встречаете трудности. И 2 мечей. Придется сделать выбор, что справляетесь вы с этими трудностями вместе или нет. И идет король жезлов, который показывает, что этот человек может через эти трудности сильно активизироваться и стать большим лидером, чем был раньше. То есть все трудности, трансформации, выбор даются вам в будущем в отношениях. Именно потому, что человек этот должен быть активирован. То есть ему так по судьбе. И он уже становится более активным через ваши отношения. А дальше при любых встреченных им препятствиях человек будет стараться превозмогать все. А вот ему, видимо, это необходимо, знаете, вот чтобы превозмочь любые проблемы вместе с вами. Но даже ваши действия не так требуются, как этого человека. То есть в нем спит лидер, да, мы видим по магу это. Он уже это понял, что он так больше лидер, да. Но по 9 мечей еще сомневается в себе. И вот чтобы в жизни чего-то добиваться, ну также и в отношениях, и уметь защищать отношения, нужно стать все больше активным человеком, да, и достигать в профессии, достигать в деньгах. То есть когда человек находится в отношениях и сталкивается с тем, что вам нужно, допустим, купить что-то, а он не может, для него это проблема. И вот его трансформация в том, что он
по королю жезлов наконец-то сможет вам купить что угодно, потому что он активировался. Понимаете? То есть вот он уроки такие через отношения получает. Или вам там нужно купить, или ребенку, или там дом, квартира нужны, да. Еще там что-то, документы. То есть вот это его очень активирует. Ну вот такой ответ по второй позиции. И я убираю карты обратно в колоду. И мы идем к третьей позиции. Отношения прям-таки под микроскопом. И первая... И первая карта показывает ваши чувства к этому человеку. То есть по первой карте вы выбираете, правильно ли вы выбрали позицию. Да? Семерка мечей. Ну, то есть, да. Эта карта показывает в этой колоде, что, с одной стороны, вы очень много желаете от этих отношений. Вы испытываете страсть к этому человеку, очень сильные чувства, увлеченности. Вы не совсем ему доверяете. Возможно, вы его даже ловили на обмане, да, или на том, что он что-то скрывает. Но это не умаляет вашей увлеченности. То есть вы прям такие, ну не знаю, кайфуете при виде этого человека, мечтаете о нем. И карта показывает сильную страсть. Но я еще раз говорю, что страсть это одно, вы прям разделяете в голове. Да, я испытываю влечение, испытываю страсть, я испытываю увлеченность там, да, что я слежу за этим человеком и все. Но я ему не доверяю, я знаю, что он может соврать. Или там, я не знаю, какой подход найти, чтобы доверять этому человеку. Что он чувствует к вам? Шестерка кубков. Ну, сильную привязанность тоже, романтическую влеченность, может даже любовь, влюбленность. Человек более спокойно к вам относится и больше вам доверяет, чем вы ему. Ну, может, это и различает вас, то, что вы и не врете, а он, может быть, и врет. Периодически не может сказать правду, там, да, негативную о себе, зная, что вы ему наподаете тут же, да. Вот. Многие люди считают, правда ядовитая. То есть скажу правду, меня воспримут по-другому, и я потом не смогу вернуть свой авторитет, поэтому врут. Мне кажется, тут что-то из этой оперы, но он знает, что вы не врете. Испытывает к вам сильные чувства. Отношения на сегодняшний день – это туз пентаклей. Это отношения, которые получают шанс или второй шанс. И это отношения, которые могут приносить удачу. Туз пентаклей буквально карта в любой колоде, показывающая большую удачу. Здесь мы видим солнце, богиню солнца, да? По-моему, египетскую. И мы понимаем, что, конечно, этот человек чувствует, вы ему приносите удачу, вы чувствуете, он активирует вас, поэтому это такие прям хорошие отношения. Отношения на сегодняшний день вот именно обретают силу. Что он хочет? Быть императором, особенно если это мужчина, быть главным в этих отношениях, чтобы вы это чувствовали. Серьезно хочет отношений, если это мужчина, жениться на вас. Если вы женщину загадали, чтобы вы были лидером, чтобы вы были мужиком в этих отношениях, чтобы вы стали настоящим императором. Вообще хочет быть в отношениях с императором, а вы как-то подходите под образ. Чего боится, что скрывает воин жезлов? Ну, карта показывает, что человек, ну, скорее скрывает слишком сильные чувства к вам, как, ну, страсть, увлеченность, да, с одной стороны, с другой стороны, ну, может быть, есть человек, кто увлекается вашим человеком, и этот человек боится, что вы это узнаете, вот так, наверное. А кто вы для этого человека, как он относится, или она, король пентаклей? Чаще всего, вот кто гадает по третьей позиции, загадывает мужчину, потому что этот человек как будто считает, что рядом с вами открывается его мужская сила и относится серьезно, прям серьезно. Но для женщины, опять же, вы для нее мужик такой прям с потенциалом, фараон такой, орел такой прям, крутой чувак. И она готова там положиться на вас в жизни, опереться. Но опять же, тоже серьезные отношения, да? Хорошие отношения. Что этот человек будет делать? Это у нас десятка кубков.
Интересно. Или десятка жезлов. Что это за карта? Такая карта прям со змеями. Что этот человек будет делать? 2 змеи в одном ковшике обнимаются, да? Ну, что будет делать? Обниматься с вами будет, но понимать, что вы все-таки как будто как 2 змеи какие-то, да? Как будто, знаете, вот вы люди одного поля ягоды, но все-таки, ну, вы вместе, да? То есть человек будет вам это объяснять. Вот мы с тобой похожи, как 2 змеи. Да, это 10 кубков. Но мы можем вот быть вместе на основе своей похожести. Вместе будем там людей обсуждать каких-нибудь. Понимаете? То есть даже вот в этом плане карта может проигрываться. Но с другой стороны, у нас с тобой мудрые такие хорошие взаимоотношения. Да, и он будет считать, что вы созданы друг для друга практически. Созданы. Хорошо. Что вам делать? 8 мечей. Как будто подождать чего-то. То есть не предпринимать активных действий сейчас. Совершенно не надо. Итог отношений. Карта мир. Что отношения как яйцо мировое, да, Вселенная. Во-первых, будут гармоничные, серьезные отношения, скорее всего, брак. И еще потенциалу отношений предстоит раскрыться. Но мир, яйцо, да, с зародышем, так скажем, еще намекает и на то, что у вас могут быть дети, или уже есть дети, или еще будут новые дети, да. Или родится что-то новое в этих отношениях. И перспективы отношений – сила. Ну, сила – это объединение в сильные, мощные отношения, приручили друг друга. Паж жезлов, значит, это у нас рыцарь считается, да? Паж жезлов показывает, что ну, как-то вы будете ощущать в своей стихии себя в этих отношениях, да? И повешенный, вот видите, тут у нас ну, что-то типа осиного гнезда, да? То есть это все равно намек уже другой, как на семью какую-то, да? То есть они на дереве в безопасности создали себе гнездо, то есть это уже совсем другое, понимаете? Не как в классической колоде значения. То есть у вас перспектива именно быть в семье с этим человеком. Ну вот такой вот ответ по 3-й позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Приветствуются донаты, помощь каналу. И длинный просмотр, репосты, просмотр через VPN. Ставьте лайки, если понравилось видео, пишите комментариев побольше и до новых встреч.